Чистейший воздух, высокие сосны, большая территория и, конечно, озеро. Живописный уголок природы Лебяжье – популярное место отдыха не только тех, кто живет неподалеку. Сюда приезжают со всех уголков города. А в этом году его и не узнать. Он очень сильно преобразился, стал очень красивым, уютным, чистым. Люди с удовольствием здесь отдыхают. Такой незапланированный, случайный пикник получился у нас. Да? Поехали за ландышем и решили отдохнуть здесь. Обновленный лесопарк накануне увидел и Рустам Миниханов. Президент ознакомился с результатами экореабилитации системы озер. В парке очистили высыхающее Малое Лебяжье и воссоздали 2 утраченных озера. Их дно углубили до 4-5 метров. В водоемы высадят специальные растения, которые будут способствовать естественной очистке воды. Проект, который был осуществлен, он на самом деле является очень своеобразным. И таких проектов на самом деле сегодня вот в России очень немного. За восстановление системы Лебяжьих озер выступал первый президент, а ныне государственный советник Татарстана Минтимир Шаймиев. Обновление Лебяжьих озер было начато в 2016 году группой компании «Таиф». Они выступили инвесторами, профинансировали благоустройство водоема и подготовили проект по реконструкции. Так, вокруг озер по всей территории появились деревянные дорожки. На берегу можно отдохнуть на удобных лавочках. Рядом есть и новая зона для занятий спортом. С молодым человеком любим заниматься спортом, и сейчас все залы, все закрыто, а мы спортсмены, нам это нужно для поддержания тонуса. И вот мы приехали сюда, потому что здесь очень удобная площадка, очень комфортно все устроено. Турники новые появились, вот дорожка появилась. Ну, вообще стало лучше, чем было. Захватили вот с собой еду, пиццу. С нами, конечно же, дети наши. Хотим отдыхать. Достаточно большую территорию теперь занимает пляжная зона. Еще год назад, кроме песка, здесь не было ничего. Ну а сегодня, как мы видим, на берегу отдыхают сотни казанцев. Кто-то даже успел открыть купальный сезон. Кстати, для этого здесь тоже есть все удобства. Например, установили удобные кабинки для переодевания. После купания теперь можно помыться, а загорать на специальных лежаках. Здесь же, на берегу озера, для маленьких зона игр. Очень удивились, когда вот приехали сюда, что есть такая возможность сейчас людям недалеко от Казани отдохнуть. Очень нравится все. В прошлом году здесь вообще ничего не было, только песок. А вот в этом году здесь есть и детская площадка, и вообще все. Все очень лаконично сделано, все вписалось в природу. Вот. Плюс для, скажем, всех типов населения, детям маленьким, да, и пожилым здесь удобно. Гулять теперь удобно и, самое главное, безопасно и в вечернее время. По всей территории парка установлены освещение и камеры видеонаблюдения. Еще в парке будут работать пункты проката. Можно покататься на лодках, байдарках. Обновлять лесопарк продолжат и дальше. На озере Сухое Лебяжье благоустроят площадку для фестивалей. Еще планируют посадить деревья. Большая часть лесопарка будет функционировать как городской лес. А часть территории с редкими видами растений перейдет в зону ландшафтного парка-заповедника. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Ауыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.